и детские сады, с которыми мы работали, которые к нам приходят как к себе домой. Я работаю директором школы, и я понимаю, что мы очень многое потеряли. Мы обязательно с вами будем сотрудничать. Это водительский 184 человека у нас работают. Самые душевные, самые теплые слова от Национального музыкально-драматического театра имени Виктора Гогола, который исполнилось в прошлом году 82 года. Разрешите вас поздравить, Айдыс Чембиевич. Ольжа Терес Николаевич. От имени нашего коллектива спасибо за поддержку и, естественно, уважаемую, прекрасную, мы вместе учились, вместе заканчивали в Петербурге. Это уважаемая наша Светлана Георгиевна. Мужская центр Курмы вас поздравляет. Пожалуйста. Поэтому сегодня наша коллега сказала, что лицензия всегда в Игорь Михайлович поздравляет вас тоже с юбилеем, Саян Равинович. И примите от нас скромный подарок. Национальный театр, Большой театр и Малый театр вместе. Поздравляем ваш коллектив, желаем творческих успехов. Вперед, друзья! Сотрудничаем с этим театром, мы очень следим за этим театром, и я очень люблю этот театр. Я поздравляю вас, включаю вот поздравительный адрес, но это еще не все. Я знаю, что начиная от директора театра, заканчивая водителем, играют у них все на гитаре, да? И мы от нашего отделения дали вот такую вот гитару именную. Сзади у нас там такая вот штука, чтобы не перепутали, да? В добрый путь. И чтобы, играя на этой гитаре, вы завоевывали, наконец завоевали золотую маску. Всегда приятно оказаться в республике, потому что атмосфера, которая возникает вне столичных городов, она самая искренняя и настоящая, удивительная. И, конечно, вы, с моей точки зрения, сохранили главное – экологию культуры. Мне нравится Бурятия, я много везде был, я Бурятию очень люблю, но я им сказал: слушайте, Тыва вас перебила, вот как-то вы ухитрились вот эту экологию души сохранить. Вы удивительно разговариваете одновременно на двух языках, и это не вызывает какого-то удивления. Вы сохранили свою национальную идентичность, при этом привлекли внутри себя уважение к общему языку, языку общего национального общения. И мне, как человеку, который живет в самом удивительном городе мира, городе, который дышит культурой, вот ты вышел в Петербурге, идешь по Невскому проспекту, ты не понимаешь, почему ты не хочешь уезжать. Но я понимаю, почему тянет теперь в Тыву, потому что у вас что-то такое родственное. И я привез достаточно раритетный подарок. Он прошел много путей, спасибо большое, и много сложных путей, потому что изготовили его на Императорском фарфоровом заводе Санкт-Петербурга. Это один из выдающихся, сохранившихся с давних времен наших фабрик, заводов. Вот их всего, этих тарелок, выпущено 100 штук. И здесь есть сертификат, что это 17-я тарелка, выпущена она в честь царицы Александры Федоровны. Понимаете, да? 17-й регион. А у вас 17-й регион. Вот да. попадание, представляете? Она уникальна тем, что царица покровительствовала культуре. И я уверен, что вот эта удивительная покровительница будет охранять и ваш прекрасный театр. Для меня
было удивление, что ему всего 5 лет. Я думал, что ему уже 50. Спасибо. У меня такое ощущение, как будто я сейчас с поезда сошел. С сумкой. Бурятия 40. Баллон хатык. Вот этот текст я сочинял сам. Я никому не доверяю вот такие приветственные тексты. Всегда пишу сам. Но, я сейчас вот это не буду зачитывать. Просто дело в том, что вот этот текст, он не вбирает в себя всю ту полноту моих отношений, моих слов, моих чувств к вам. Понимаете, вот мы братский, родственный народ, тувинцы, буряты, да? Когда я приехал сюда, в Туву, 4 года назад, и ставил вот на этой сцене спектакль «4 непрожитые жизни Порбаши», я тогда впервые почувствовал вот эту какую-то сокровенную такую связь между нашими народами. И с удивлением обнаружил, что вот, ну, буквально, наверное, 40% слов у нас все созвучно. Все так называется, как, допустим, мы, монголы, буряты, да, говорим. И также и у вашего тувинского народа. Поэтому, когда я слышу тувинскую речь, у меня начинается какой-то такой душевный трепет. Такое ощущение, как будто бы я слышу голос древности. И вот когда вот вчера нас повезли туда в юрту, а я 4 года назад там был, хозяйка этой юрты оказалась моя, с нашего рода, Сартулка, вот только тувинка, тувинского рода, да. И для меня это было, знаете, действительно открытие и какое-то откровение моих каких-то давних, наверное, воспоминаний, возможно, даже из прошлых жизней. И произошло чудо. Я понял, что я, наверное, когда-то был тувинцем. И знаете, вот я хочу огромные слова благодарности высказать руководству театра, директору, моему другу Саяну, художественному руководителю и главному режиссеру Светлане. Почему-то я ее не вижу, она выходила. С теми людьми, которые меня соединили с этим театром. И я хочу также вот здесь сидящим моим друзьям, Эдуарду Ондару, моему другу, который недавно снялся в замечательном фильме «Главин Памук» называется. Это Голливуд, это тувинский Голливуд. Надо таких своих звезд поднимать. А также я хочу Светлане Максимовне, директор музея театра. Она, когда меня увидела, сказала: это ты поставил спектакль Дерсу? Я говорю: это я. Потому что для меня Максим Мунзук это икона. Это икона. Понимаете, вот в то время, вот, в те годы, Максим Мунзук это было явление.
и мы все гордились тем, что вот это наш человек стал звездой, а режиссером был замечательный японский режиссер, просто на небосклоне, скажем так, да, вот просто рядом с ним никого нет. Поэтому я просто очень благодарен всем этим людям, всем вам, всем людям, с которыми меня вот так вот соединила судьба. Я очень благодарен Чайгане. Чайгана моя, встань, пожалуйста, покажись. С которой мы тут 1,5 месяца мучились, вымучивали этот спектакль «4 непрожитые жизни Барбажин». Когда сюда приезжаю, у меня такое ощущение, как будто я к себе домой приезжаю. Хотя язык немножко другой, но тем не менее я все это понимаю. А ментальность одна, и вот это созвучие душ – это одно. И я хочу просто низко-низко поклониться вашему народу. Это картина нашего замечательного художника Чингиса Шенхорова. Но на самом деле эта картина стоит очень больших денег, но это я так сказал. Но тем не менее, я думаю, что вот до меня тут уже дарили картины. Для театра нужно создать музей. Да, Светлана Максимовна? Музей картин, в том числе вот эту тарелку, которую подарил мой замечательный друг Давид Семенович Бурман. Вот. И пусть все вот эти картины, которые отображают какую-то сущность, суть, чтобы они создавали вот эту атмосферу театральности, чтобы они раздвигали границы. И вот мне бы хотелось, чтобы нашему театру, которому исполнилось всего лишь 5 лет, и почему-то вот у меня такое ощущение складывается после позавчерашнего и вчерашнего разговора, как будто театру исполнилось 50 лет. Это Чайгана знает, что это такое. Да. Вот эти кружки, здесь картина 3 богатура. То есть 3 богатыря, да, но на бурятский манер. Автор Эрдени Жалцанов. Волшебная сумка. Да, бездомный. Да, у меня бездомный. А это магнитки, тут уже, потому что в этом коллективе все мои друзья. Просто вот не хватит магниток, поэтому я сейчас Саяну. И в заключение своего выступления я бы, знаете, что хотел сказать? О том, что спасибо, что руководство театра пригласило
все, всех преподавателей с детских садов, руководителей с Урала, с правительства. И я сидел и думал, действительно, всего лишь театру 5 лет, и они завоевали такое уважение. И спасибо, что вы пригласили Давида Семеновича Бурмана, который сейчас будет четко, жестко и сильно продвигать ваш театр. И хочу пригласить на сцену творческий состав Тувинского государственного театра «Кукол» во главе с главным режиссером Ондер Светланой Георгиевной и Чанаба Айдысом Чебичем. Конечно, никак не может без ответных подарков. Коллеги, самое главное я не произнес. Коллектив приглашен на мой фестиваль в Санкт-Петербург 22 июня 2019 года открывать фестиваль «День памяти и скорби» со спектаклем «Билет». Теперь я должен увидеть.
нашего директора театра куклы Саяна Муиновича. И еще раз поблагодарить, что вы собрались в нашем тесном кругу. Спасибо за ваши теплые слова, которые тут прозвучали. Прям в душу берет, очень приятно слышать. Спасибо. Taşınavla bodarak çoran mağır cüve sarı örtten ceyge taybın değiştemi seçip çoran açıktı kezer mergen duayında toğucudan üzündüğünü saptık böreğin şıyanam. Sen